собрались. Мне очень приятно видеть вас всех в этом зале. Практически год пробежал и не заметишь. Но вот уже в очередной раз мы собираемся здесь, в этом уютном, поистине уютном зале, для того, чтобы отпраздновать уникальный по своему характеру, по подходам, по, наверное, проявлению любви к своей истории, к песне, праздник Василей в канун Старого Нового года. Я, конечно, рад приветствовать наших Василеев, которые здесь сегодня троем, просто в прекрасной форме, в настроении, улыбаются. И мне истинно хочется их поблагодарить за то, что они подарили такую идею, такой замечательный праздник не только Усть-Кулому, но и в целом большой нашей республике. Спасибо. Дорогие друзья, я хотел бы отметить, что сегодня в рамках тех запланированных мероприятий, которые мы обсуждали, в том числе и в этом зале, за прошедший год удалось много сделать. Конечно, год, как правило, в сегодняшних условиях, как мы знаем, был не совсем простым. Почему говорю как правило? Потому что многие уже взяли за такое правило ссылаться на то, что есть определенные сложности, трудности, есть какие-то моменты, которые нужно учитывать при принятии решений. Но я хочу сказать, жизнь не останавливается, и мы с вами в большей степени достойны тех хороших и качественных изменений, которые, запланировав, должны, безусловно, реализовать. Сегодня в этом зале присутствуют и члены Совета Федерации, и один из них – это Шатохин Дмитрий Александрович, который в свое время, выходец из Усть-Кулома, уже достиг определенных политических амбиций. И я бы сказал, что как молодой сенатор сегодня подает большие надежды в рамках реализации тех задач и планов, которые касаются непосредственно республики. Дмитрий Александрович, встань. Нам, конечно, удается сделать, может быть, с одной стороны и закономерные, плановые какие-то задачи решить, но в наших определенных условиях я хочу сказать, что те вещи, которые сегодня нами были реализованы с учетом этого года и предстоящей трехлетки, мы, конечно, их уже называем как, ну, что называется, невозможные. Очень много регионов в России, вы знаете об этом, и у каждого есть особенности, проблемы, и, наверное, пожелания, и учитывая их всех, мы в том числе имеем определенное желание реализовать наши задуманные планы и те планы, которые вошли в программу возрождения республики. Не хочу много говорить, но знаю, что Помоздина ждет свою школу, мы этим занимаемся. И я уверяю вас, что в любом случае, даже если будет очень трудно, мы все равно этот проект реализуем. Как обычно, знаете, мои помощники тут много чего написали, с тем, чтобы я тут мог вам рассказать, но в основном все такое, знаете, вот не ожидайте, но может быть мы вот сделаем, может быть вот ситуация изменится. Друзья мои, вот в жизни так бывает, что, наверное, очень сложно и трудно выполнять данные обязательства, данные обещания. Но хочу сказать, вы выбрали такого главу, который слов на ветер не бросает, и если уж что-то пообещал, то кровь из носа будет добиваться этого. Поэтому, невзирая на то, что есть сложности, есть трудности, мы их будем совместно преодолевать. Но сегодня, в общем, праздник и неотчетная конференция, когда в рамках конференции Коми народа надо рассказать о каких-то серьезных достижениях, успехах. Мы еще о них поговорим, безусловно, они у нас будут. И все, что мы запланировали, может быть, в той или иной части, не все сразу, но постепенно обязательно реализуем. Сегодня Новый год, и в этом, безусловно, есть определенное провидение, когда с пустыми руками не ходят. Я хочу сказать, что мы сегодня тоже приехали не с пустыми руками, и в частности, я хочу вот этому замечательному Дому культуры, этому замечательному залу передать сертификат на новое световое оборудование. Надеюсь, Василей заиграет в его краску.